А мы продолжаем знакомить вас с новым видом спорта в Кыргызстане. Соревнования по тегболу проходят в Бишкеке второй раз. Изобретен вообще был этот вид спорта в Венгрии в 2014 году, по-моему, 3 футболистами, любителями и профессионалами. Вот, собственно, и в Бишкеке, точнее в Кыргызстане, решили развивать этот вид спорта. Узнаем, какой целью вообще соревнований, турниров является у организаторов. Здравствуйте, Джанубек. Здравствуйте, спасибо большое, что пришли. Да, сегодня мы проводим второй турнир, он идет под названием Bishkek Tegball Challenger Cup. И у нас есть в этот раз девиз «Развитие потенциала женщин и молодежи». Так как в Кыргызстане в основном в спорте задействованы мужчины, мы бы хотели, чтобы женщины тоже вовлекались и девушки, так как данный вид спорта является гендерным равенством. И также нужно, чтобы больше молодежи вовлекалась в этот спорт. Здесь нет сильнейших, грубейших возрастных ограничений. Поэтому цель нашего сегодняшнего турнира, чтобы женщины, девушки и молодежь были вовлечены в данный вид спорта. Окей. И расскажите, сколько участников в этот раз у нас? Сегодня у нас на турнире участвует 16 команд. В каждой команде по 2 человека. В итоге 32 игрока. Приехал тренер, да, как я понимаю, посодействовать федерации. Да, также для поддержки Национальной Федерации Кыргызстана к нам Международная Федерация тегбола отправила тренера, презентатора и судью, чтобы он нас обучил, местных игроков, судей обучил, чтобы в дальнейшем мы могли сами развиваться, двигаться. То есть Международная Федерация оказала поддержку нам. I came here to Kyrgyzstan to make part of the Asian development. Я приехал в Кыргызстан в рамках азиатской программы развития, чтобы помочь Федерации Кыргызстана с популяризацией тегбола среди молодежи. И также мы должны были подготовиться на азиатские пляжные игры, которые должны были пройти в апреле, но они были перенесены. Я могу сказать, что потенциал молодежи и игроков Кыргызстана намного лучше, так как многие игроки пришли с опытом в футболе, и у них есть хорошие технические навыки. Наша цель — это развитие клубов, обучение судей, тренеров, чтобы Федерация Кыргызстана могла участвовать на международных турнирах и соревнованиях. Если из мировых звезд тегбол играют такие футболисты, как Неймар, то в нашем кыргызском футболе этим видом спорта увлеклась Айдана Оторбаева. Расскажите, Айдан, как давно вы знаете об этом виде спорта, ну и как вообще игра сама? Уже несколько месяцев, я с самого начала, мне позвонили с федерации, сказали, есть такой вид спорта, хотим внедрять, хотим развивать. И, наверное, они увидели во мне человек, который заинтересуется, потому что тегбол, да, от слова техника и мяч. Я обожаю это дело, играть с мячом, неважно на поле или где, поэтому я с удовольствием согласилась и с большим удовольствием сейчас занимаюсь и играю в этот спорт. И вот как ощущения, расскажите, чтобы привлечь побольше молодежи, тегбол, людей? Он такой, не знаю, он вроде бы такой классический вид спорта в плане, что он там должен быть внедрен в олимпийский, да, получить статус, но и в то же время какой-то уличный, да, такой доступный, и столы не такие уж и дорогие, и сейчас на сегодняшний день, насколько я знаю, в Кыргызстане 20 столов, они все находятся в Чуйской области, Бишкеке. И посмотрите сами, да, сколько участников, желающих, и это очень затягивает игра. Особенно для тех, кто занимался футболом или любит футбол, это прям, такой очень кайфовый вид спорта. Футболист? Нет, я боксер. Вы боксер? Да, я профессиональный боксер. Классно. А как давно узнали об этом виде спорта и сегодня пришли поиграть? Впервые или... Впервые, да. Моя одноклассница, она здесь судьей работает, и она сказала, можешь поиграть. Я согласился, пришел на второй турнир. И как ощущение после бокса, есть что-то там, не знаю, какое-то да, здесь общее? Интереснее, нет ушибов, травм. Это красивая игра, мне понравилось. Здравствуйте, у нас второй чемпионат по тегболу. Мы рады вас приветствовать.
правила знаете, мы надеемся на честную игру. Сейчас мы кинем монету на мяч. Я отдам приглашение вам. Орел или Орел. Мяч у вас. У вас поле. Какое поле выбираете? Это. Отлично. Больше начать. А самое вкусное в этом прекрасном турнире и замечательном виде спорта, что призеров и победителей Международная федерация тегбола будет вознаграждать денежными призами, причем отправлять лично на банковский счет победителей. С вами была Мария Иванова и Автандиль Абдыкадыр Улу, Кыргыз Спорт ТВ.